Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! Сегодня у нас особенный выпуск Лизги Хабарар. От всей редакции поздравляем единоверцев с наступлением священного месяца Рамадан. Тольха ибн Убайдиллах, да будет ему милость Аллаха, сказал, что когда пророк Мухаммад мир ему видел новолуние, то говорил то, что означает: «О Аллах, пусть этот новый месяц будет для нас наполнен спокойствием, безопасностью, здоровьем, чтобы мы смогли сохранить и укрепить нашу веру, и чтобы лучше соблюдали требования нашей религии». Это изречение передал имам ат-Тирмизи и дал ему степень Хасан. Дорогие мусульмане, желаем вам счастья в обоих мирах и сил для соблюдения повелений Всевышнего. Проводите время этого прекрасного месяца с пользой, читайте зикр, выполняйте много желательных намазов и делайте дуа. Желаем вам застать ночь Лейлатуль Кадр. Гайша, да будет ей милость Аллаха, сказала, что обратилась к пророку Мухаммаду мир ему: «О посланник Аллаха, если я пойму, что настала ночь Аль-Кадр, что мне тогда читать?» На что он ответил: «Скажи: О Аллах, воистину Ты прощающий и милостивый, любишь прощать, даруй мне прощение». Это изречение передал имам ат-Тирмизи и дал ему степень Хасан и Сахих, хорошую и достоверную. Пусть всемогущий Аллах примет ваш пост и дарует саваб. А теперь переходим к новостям. 26 июня в селе Филя Магарамхюрского района состоялось торжественное открытие улицы имени Хаджи Дауда, великого лезгинского полководца, государственного и религиозного деятеля XVIII века. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей Аристов на 5-м азербайджанско-российском форуме межрегионального сотрудничества в Кабале заявил, что Азербайджан и Россия подготовили дорожную карту по строительству пограничного моста через реку Самур. В ходе форума был затронут вопрос и трехстороннего проекта строительства новой железной дороги, связывающей Азербайджан, Россию и Иран. На прошлой неделе разработчик мобильных приложений Заур Агамов представил первый в истории лезгинско-русский словарь для Android-устройств. В скором времени также планируется презентация подобного приложения для iOS-устройств. Переходим к новостям спорта. 27 июня 2014 года в Ахтынском районе прошел открытый чемпионат по национальным видам спорта, передает lezgisport.com. Турнир был посвящен Дню молодежи. К участию в турнире допускались спортсмены и лица, достигшие 18-летнего возраста и выше. По результатам соревнования хрюкские спортсмены заняли призовые места. Так, по метанию камня первое место занял Азиз Халифаев, второе – Асланов Бейбала. Каратисты клубов «Алпан» из Магарамхюра и «Иппон» из Белиджи, возглавляемые старшим тренером Федерации карате, основателем клуба «Алпан» Багаудином Девришевым, заняли первое общекомандное место на прошедшем чемпионате и первенстве ЮФО. Как сообщает lezgisport.com, чемпионат и первенство ЮФО проходили в городе Пятигорске 15 июня 2014 года. А на следующий день наши юниоры уже выступали на открытом Кубке Домбая в Карачаево-Черкесской республике, проходившем 16 и 17 июня. Оба раза в общекомандном зачете становились первыми. Также проходили соревнования и среди взрослых. Здесь у нас был один представитель, воспитанник клуба «Алпан», ныне тренер клуба «Иппон» поселка Белиджи Тажир Давудов. Тажир выиграл чемпионат и первенство ЮФО, также по абсолютной категории, заняв второе место. Вы можете помочь проекту Лизги Хабарар, отправляя интересные материалы и новости на lezgihabarar@mail.ru. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! До новых встреч!